ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 17:00. Универсальный спортивный комплекс. Первенство России по мини-футболу, второй тур высшей лиги. Мини-футбольный клуб «Ухта» проводит первый домашний матч. Их соперник – клуб «Факел» из Сургута. В этом сезоне состав ухтинской команды обновился. Александр Войнов получил травму кисти и в данный момент восстанавливается после операции. Капитан и он же голкипер Александр Елфимов сдан в аренду команде Суперлиги «Новая генерация». А запасной Кирилл Другов теперь защищает честь бумажника из первой лиги. На смену им пришли Денис Бушмакин, игрок Глазовского «Прогресса», и Алексей Горшков, воспитанник школы ЦСКА. В общем-то, костяк у нас остался тот же. Единственное, добавили немножечко свежей крови, как говорится. Но пока еще, скажу так, что не совсем они влились в игровом плане. В коллектив влились здорово, а в игровом плане не совсем. На 6-й минуте первого тайма счет открывает «Факел». Воодушевленные первым успехом, гости продолжили активно атаковать ворота ухтинцев. Но так и не смогли пробить нашего голкипера Александра Миронова, сменившего роль запасного после ухода Александра Елфимова. Настраивался весь день, чтобы хорошо сыграть. Тренер настраивал, все настраивали, говорили: давай, не переживай, сыграй хорошо. Спустя 10 минут хозяева забивают ответный гол 1-1. За 35 секунд до окончания первого тайма «Факел» берет тайм-аут. Неизвестно, что сказал Александр Антипов своим подопечным, но внушение подействовало. Для того, чтобы забить второй мяч в ворота Ухты, футболистам «Факела» понадобилось всего 2 секунды. Стандартное положение, минуту, которая у нас была, мы ей воспользовались и забили стандарт, который мы наигрываем. Во втором отрезке игры «Факел» стремительно вырывается вперед, забивая третий гол. Однако ухтинцы не собирались сдаваться и, подгоняемые домашними трибунами, к середине тайма забили 2 гола подряд – 3-3. На 18-й минуте «Факел» забивает снова, вырываясь вперед. Но уже через считанные секунды Алексей Кравцов берет инициативу на себя, обыгрывает игрока в центре и забивает мяч. Встреча закончилась ничью 4-4. По пятибалльной системе, если то 3 с плюсом. Много не получалось, к сожалению, очень мало удалось. Но все равно я считаю, что в принципе для первой домашней игры довольно-таки неплохой результат, хотя, конечно, хотелось бы побеждать. Ответная встреча состоялась в воскресенье, обе команды бились до победного, но и в этот раз не удалось выявить победителя, матч закончился со счетом 5-5. В итоге за минувшие выходные МФК «Ухта» заработал 2 очка. Это позволило команде подняться на 5-ю строчку в российском чемпионате.